Тихий телефон. Телефон Эйдена зазвонил в 333 ночи. Неизвестный номер. Он ответил. Тишина. Затем шепот, его собственный голос. Эйден стоит в тускло освещенной гостиной, держа телефон в руке, испуганно оглядываясь вокруг, пока тени движутся по стенам. Эйден сидит за кухонным столом, перед ним открытый ноутбук, он ищет ответы в интернете, окруженный пустыми чашками кофе и смятыми бумагами. Эйден стоит один в темном переулке, прижимая телефон к уху, когда снова слышит шепот, на этот раз более ясный и настойчивый. Эйден находится в комнате при свечах, окруженный фотографиями себя на разных этапах жизни, пытаясь понять значение шепота. Эйден в панике записывает заметки на белой доске, проводя линии, соединяющие разные моменты его жизни с загадочными шепотами. Эйден сталкивается с собственным отражением в зеркале ванной, шепот становится громче, и он начинает сомневаться в своем здравомыслии и реальности своей ситуации. Эйден сидит на скамейке в парке, днем крепко держа телефон, наблюдая за другими людьми, чувствуя себя изолированным и преследуемым тишиной. Эйден приходит на встречу с друзьями, пытаясь смеяться и общаться, но шепоты проникают в его мысли, создавая резкий контраст между его внешним видом и внутренними переживаниями.